Анатолий Бибилов дал интервью зарубежным журналистам. Их интересовал широкий круг вопросов. В частности, спрашивали о взаимоотношениях с Россией, Братской Республикой Абхазия. Коснулись темы и соседней Грузии. Геноцид осетинского народа в 1920 году, систематический государственный террор со стороны официального Тбилиси, военная агрессия в 90-х и в 2008 году. Никаких отношений у Южной Осетии с Грузией без признания геноцида, подписания меморандума о неприменении силы, признания суверенитета нашей страны быть не может. Единственный формат, где присутствует диалог между нашими странами, это женевские дискуссии. Я не вижу в Грузии политиков, у которых была такая политическая, что ли, ответственность. Ведь мы понимаем, что по большому счету сегодня Грузия под внешним управлением Америки. Это факт. Без признания этого геноцида, без подписания соглашения или меморандума о неприменении силы и признания Республики Южная Осетия, у нас никаких отношений не может быть. Рассказал президент о предпринятых мерах для развития экономики. Здесь важно отметить, что в Южной Осетии начали работать инвесторы. Они вкладываются в развитие садоводства, виноделия, производства воды. Благодаря финансовой помощи Российской Федерации в рамках инвестиционной программы построены десятки социально значимых объектов. Прозвучал вопрос о наличии российского гражданства. Не обошли журналисты тему касаемо вхождения Южной Осетии в состав России. Я думаю, что 95% граждан Южной Осетии являются гражданами Российской Федерации. Осетия, как единое государство в Российскую империю вошла в 1774 году. Исторически было бы правильно, если бы Республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Не может народ жить разделенным в одной части, причем меньшей части республика, а другая часть в составе России. Для осетинского народа очень важно, чтобы Республика Южная Осетия была частью Российской Федерации, и уже потом в Российской Федерации уже проводить работу для того, чтобы Осетия обратно была единой, без деления на Северную и Южную Осетию. Среди журналистов представители иранских СМИ говорили о двустороннем сотрудничестве. Президент отметил, что отношения с Ираном впредь будут только укрепляться. И не только в политическом контексте, но и историческом. Направление Ирана для Осетии очень важно и нужно, и необходимо. Развивать отношения с Ираном – это необходимость, причем если даже взять историческая необходимость, культурная необходимость. И в этом плане, конечно, мы должны двигаться. Тем более мы прекрасно знаем и понимаем, какую важную роль сегодня играет Иран на Ближнем Востоке. Мы прекрасно знаем, какие отношения у Ирана с Российской Федерацией. Прекрасные отношения. И вот это направление для Южной Осетии, оно очень важное, нужное, необходимое. И, конечно, мы будем делать любые шаги, которые бы нам позволили теснее взаимодействовать и теснее налаживать отношения. Вопрос в сфере образования и дальнейшего обустройства выпускников в элитные вузы Российской Федерации. Работа будет продолжена, чтобы отправлять на учебу по тем направлениям, которые необходимы республике, заявил президент. Избыток юристов и экономистов очевиден. Такая ситуация складывается не только в Южной Осетии. В дальнейшем Южная Осетия будет запрашивать лимиты по тем специальностям, которые востребованы. В завершении встречи с иностранными журналистами президенту были преподнесены памятные подарки. Елена Газаева, Алим Бетаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня.